Сегодняшнее мероприятие посвящается памяти героя России Зайнуддина Батманова. Зайнуддин Лукманович Батманов был инспектором по контролю за лесом Касымкентского лесничества Дагестана. Жил в селе Икра Курахского района. Свою трудовую деятельность начал в 1986 году слесарем механизированного парка в Касымкентском лесхозе. С мая 1986 по июнь 1988 годах служил в рядах советской армии. В 1987 году награжден медалью за отличие в воинской службе второй степени. Затем работал в лесхозе и в системе лесного хозяйства на различных должностях. В мае 2015 года Зайнуддин Батманов обнаружил в лесном массиве между селениями Сарак Курахского района и Кахсук Шлемастайского района Республики Дагестан вооруженных людей, захвативших мужчину с женщиной и их трехмесячного ребенка. Молодая семья отдыхала в лесу, когда на них неожиданно напали люди с автоматами. Зайнуддин Батманов уговорил бандитов вместо семьи взять себя в заложники. Как только спасенные люди покинули место своего заключения, боевики обыскали лесника и нашли его телефон. Требовали, чтобы Батманов вызвал сюда начальника полиции Курахского района. После слов «своих не сдаем», который бесстрашно произнес Зайнуддин, его расстреляли очередью из автомата. Отец Зайнуддина, Лукман Батманов, был участником двух войн – Финской и Великой Отечественной войны. Был награжден орденом Красная Звезда и несколькими медалями. Событие, которое произошло 15 мая 2015 года, взбудоражило все население Южного Дагестана. 6 вооруженных бандитов, религиозных фанатиков, жестоко и бесчеловечно убили Зайнуддина. Перед убийством он совершил героический поступок. Тело Зайнуддина Батманова было обнаружено на следующий день недалеко от машины молодой семьи. Боевиков нашли в 2016 году. Абу Ясера и его пособников, участвовавших в расправе над лесником, ликвидировали во время спецоперации. Исполнитель расстрела Нариман Баширов отбывает наказание. Он член группировки «Южная», к которой примкнул в 16 лет. Жил в лесу, нападал на охотников, делал вылазки в деревне. В тот день ему и еще 2 бандитам поручили угнать автомобиль, чтобы перевести бомбы к посту ДПС и устроить диверсию. Подвиг Зайнуддина Батманова – один из самых известных в истории современного Дагестана. Имя храброго лесничего, уговорившего бандитов вместо молодой семьи взять себя в заложники, написано в истории России большими буквами. Прошло 5 лет с той трагической даты. Его героический поступок обсуждался на разных площадках. Представители Федерально-Лезгинской национально-культурной автономии, узнав о подвиге лесника, официально обратились к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой наградить Зайнуддина Батманова за его мужество и отвагу. Просьба была услышана. 6 мая 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Зайнуддину Лукмановичу Батманову звания Герой Российской Федерации посмертно. Нет терроризму. Скажем вместе, терроризму нет. Миру нужен солнце и яркий свет, чтобы не проливалась кровь людей, чтобы не было погибших детей. Нет причины для смерти и слез. Взрослые, слышите? Это всерьез. Мы не устанем опять повторять. Вы не должны людей убивать, не на могилу носить нам цветы. Цветут они для мирной красоты. Горе семью вынести не должны. Дружба и счастье людям нужны. Почему не хотят услышать нас? Мы можем повторять 1000 раз. Нет терроризму, нет войне. Мы хотим жить в мирной стране. Терроризм – это страшное слово. Это боль, отчаяние, страх. Терроризм – это гибель живого.
это крики на детских губах, это смерть ни в чем не повинных, стариков, женщин, детей. Это подлое злое деяние озверевших жестоких людей. Терроризм – это язва на сердце, боль всех народов земли. Не помянут всех погибших, сегодня сюда пришли. Погибших во время терактов, убитых без слания ребят, взорванных в самолетах в Чечне погибших солдат, застреленных при захватах, на всех континентах Земли, чья кровь пролилась безвинно, чьи жизни от нас унесли. Зажжем поминальные свечи, на миг все друзья замолчим, их души с небес нас увидят, мы память о них сохраним. Мы презираем, мы осуждаем тех, кто так подло жизнь не решая, малых детишек невинных создали, пусть гинут все, кто зло совершает. Давайте все объединимся вокруг проблемы терроризма, сплочены будем мыслям в деле, ведь мы сильнее в самом деле. Это подло и нечестно, безоружных убивать. Жизни каждому известно, волю злу нельзя давать. Пусть скорее канет в лето, беспредельщик террорист, злодеяние к ответу, пусть восторжествует жизнь. Зейнуддину Батманову, герою России, в Куравском районе работал всегда, смотрел он за лесом, обход шел тогда. Но вдруг неожиданно плач услыхал, откуда тут дети, себе он сказал. Пошел он на плач, на траве грудничок, на коленах родителей смотрит в песок. Над ними бандиты с дулом в лицо, узнал он селян, жили те далеко. Возьмите меня, вместо них я прошу. Те согласились, толкнули в траву. Звони полицейскую, приказали бандиты, сюда пусть идет, и будем мы квиты. Устроим засаду, решили они, получим награду, одобрят свои. Однако ответ был, своих не сдаем. Вмиг пули свистели, и был он сражен. Герой России не забудет народ, ценой своей жизни он дал отворот. Подвиг, как известно, не знает прошедшего времени. Он не стирается из памяти человечества и спустя годы становится примером мужества, отваги, героизма для новых поколений. Тому подтверждение история Зейнуддина Батманова.